Напоминаем, что более 4000 юных спортсменов из 38 стран и ряда субъектов Российской Федерации стали участниками 6-х международных игр. Вчера мы уже могли наблюдать первый соревновательный день, где достойно наши ребята защищали свою честь. Каковы итоги первого дня и подробнее о сборной нашей Якутии нам сегодня расскажут наши гости. Я рада представить вам Александра Савельевича Конешникова, начальника отдела управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва, и Дениса Анатольевича Данилова, первого заместителя руководителя управления детско-юношеского спорта и подготовки спортивного резерва. Доброе утро, уважаемые гости. Доброе утро. Так сколько же всего юных спортсменов, наших будущих надежд в сборной Якутии? В нынешних играх нашу республику представляет 434 спортсмена в двух командах. В первой команде 250 спортсменов, а во второй команде 184. Это кроме игровых видов спорта, во всех 22 видах выступаем по двумя составами. Вот. Аккредитовано, в общем, в составе сборной 584 человека. Это 434 спортсмена и плюс начальники команд, старшие тренера. Плюс к этому еще 24 психолога работает со спортсменами и 24 медицинских работников. А старшими тренерами сборной, старшим тренером сборной нашей кто является? Там по видам все по-разному. У каждого вида. Да, у каждого вида отдельные старшие тренера имеются. И плюс с нашими сборными работает 8 массажистов. И вчера у нас по первому дню, если добавить, по пауэрлифтингу у нас 5 золот, это дети-инвалиды, и 3 серебра и 5 бронзы еще. И девушки-вольницы тоже вчера 2 бронзы завоевали. То есть вполне удачно прошел первый вчерашний день, как бы такой медалоемкий день. Вы лично присутствовали там, могли наблюдать атмосферу, чувствовать, да? Да. Но известно, что в этом году впервые, или я ошибаюсь, сборная команды по женскому боксу стала участниками игр. У нас в этих играх впервые девушки по боксу участвуют, и стендовая стрельба у нас в этих играх впервые с сегодняшнего дня начало. 10 часов в Бергене начнется сегодня. И еще один вид кураж, борьба кураж, это борьба на поясах узбекский. 3 вида новых. А какой вид спорта насчитывает самое большое количество участников? Самое такое большое количество команд по тэквондо в нынешних играх, там около 30 команд будут выступать. В том числе и наша команда. А почему так выходит, что тэквондистов больше всех? Тэквондо в Азии это такой. Именно в Азии один из самых популярных. На континенте получается популярный вид. А как вчера оцениваете игру наших вольных борцов? Вчера юноши отборолись хорошо, девушки по мере своих сил, это же дети, у девушек сама борьба такая, могут так сильно выиграть, слабо проиграть, так, поэтому не угадаешь, как у девушек в основном так бывает. Вообще, а как проходила подготовка к международным играм среди наших спортсменов? Наши спортсмены. Отбор жесткий был? По отборочным соревнованиям отобрались сборные, В 2015 году отобрали кандидатов в члены, и в 2016 году окончательный состав решили, составили. И с 2015 года
планомерной подготовки все прошли по плану старших тренеров по видам спорта. Ну, полный объем работы все сделали, и сейчас остается только выступать. А сколько было вообще желающих принять участие? Очень много? И многих ли отсеяли? Конечно, конечно. Ну, желающих-то было много. Да, со всех районов, со всех спортивных школ. Ну, у нас сборную, вот если взять, то всего из 27 4 районов, и вот город Якутск плюс и Жатай. Ну, где-то 28, 6. Наибольшее... Спасибо, уважаемые гости. Будем держать кулаки за нашу сборную и пожелаем их удачи и много побед. Спасибо, Денис Анатольевич, Александр Савельевич, что пришли к нам этим утром.